Во-вторых, надо учитывать, что если ваша информация попадет на федеральные средства массовой информации, ваш объем работы может резко вырасти в десятки раз, и поэтому надо быть готовым, что могут быть организационные и так далее накладки. Вот в качестве примера вот приводился, помните, вот в Амурской области дедушка писал новогодние поздравления, и вот наша республика тоже принимала участие, да, и это вот то, что наши социальные медиа публиковали информацию об этом дедушке, это тоже приводилось как положительный пример этого. Вот, и также мы с Ольгой Григорьевой приняли участие на пресс-конференции «Народный фермер». Вот, Олег Сирота, председатель ассоциации, выступил. Это новое объединение сельхозпроизводителей, фермеров, вот, российское. И разница от Аккора в том, что там нет взносов, участие бесплатное. Вот, и Сирота является председателем комиссии по сельскому хозяйству Общественной палаты России. Он, говорит, чуть ли не еженедельно контактирует по вопросам сельского хозяйства с Министерством сельского хозяйства. То есть он может оказать реальное практическое содействие. Вот. Сыр у него стал хуже. Сыр у него стал хуже. Вот, и этот самый мы поставили вопрос по агростартапу. Ага, что у нас в республике финансирование агростартапа сокращается, на что он сказал, что в целом в России растет, и надо будет выяснить, почему именно вот в республике идет сокращение. Ага. Вот, ну, подытоживая, я хотел бы сказать, что действительно вот ситуация была достаточно напряженная. Я был на итоговом форуме 2 года назад. В 2019 году, 3 года назад, оказывается, 3 года назад, до ковидное время, конечно, впечатление совершенно другое, вот, и это то, что место проведения, вот, и время проведения, и формат проведения, он полностью соответствовал той ситуации, в которой находится наша страна. Спасибо. Спасибо. Вот. Спасибо. Ну, видим, Андрей Александрович появился на совещании, и слово предоставляется Андрею Александровичу Сосновскому, заместителю министра по делам молодежи и социальным коммуникациям. Добрый день, коллеги. Меня слышно, видно, да, я думаю? Да. Да, кто не смог подойти, потому что вот только закончилось совещание. На самом деле, да, форум был нужный, форум был очень полезный. Мы также с коллегами принимали в этом участие. От себя отвечу в тот момент, что, во-первых, нам очень отрадно, что впервые Республика Саха-Якутия была отмечена, что мы вошли в топ-3 по 2 показателям. Мы вчера вот уже общались и думали над тем, как улучшить эти показатели, как продвинуться выше в данном рейтинге, как, собственно, наладить работу с нашим некоммерческим сектором. Также сейчас у нас будет проводиться работа по написанию дорожной карты и включение стратегию развития Республики Саха-Якутия с целевым показателем до 2032 года именно по работе в части некоммерческого сектора и с некоммерческими организациями. Что касается непосредственно самого форума, понравилась площадка медиашколы. Мы вот сейчас как раз у нас были совещания с грантополучателями по госпрограмме развития языков. Там также мы отметили и начали уже, скажем так, дружить некоммерческий сектор с средствами массовой информации, потому что освещения не хватает. Но освещения не хватает, тут в ответ есть другой запрос, который также есть, это в целом, наверное, запрос к СМИ, то, что многие методы и многие предложения некоммерческого сектора не могут быть услышаны ввиду того, что средства массовой информации многие работают по старинке. То есть те пресс-релизы, которые в массовом своем количестве делаются, они многие нечитабельны. То есть не хватает опросов, не хватает каких-то ответных реакций, чтобы СМИ также были максимально информативные и подвижные. И мы также хотим в дальнейшем продолжить эту работу, чтобы было именно взаимодействие, связка НКО,
то есть некоммерческий сектор, органы госвласти и, собственно, как говорят, пятая власть или четвертая власть, средства массовой информации. Потому что почему мы говорим, что некоторые посты в запрещенных определенных соцсетях иногда цепляются и запоминаются лучше? Потому что бывают креативные подходы. Вот как раз запрос на креативные подходы, которые есть в некоммерческом секторе, он адресован в адрес СМИ. И я думаю, тут наши средства массовой информации должны их услышать и также получить какую-то обратную реакцию. И мы в министерстве будем также развивать это направление. Мы будем модернизировать сайт грантов главы, чтобы он также был максимально доступный, чтобы там были новости, больше повышать его охват. Потому что на самом деле, как уже было, наверное, сказано и как говорилось на форуме, мы должны стать во главу этого движения, мы должны стать именно руководителями этого движения, и мы должны вести эту работу по всем фронтам. То есть непосредственно оказывая помощь некоммерческому сектору через гранты, через средства массовой информации, поддержку, мы должны его развивать, и чтобы люди, простые граждане, они могли видеть, что они могут развить свои навыки там, по тем же языкам с помощью таких-то приложений, таких-то функций. Поэтому в данном случае эта работа будет проводиться. По второму моменту, что касается форума, то здесь важно отметить, что форум, конечно, был непростой, но он был очень нужен именно после ковида, потому что когда вот проходит очень много онлайн совещаний, общений, каких-то коммуникаций, связей, такие вот человеческие, нетворкинг, если можно так сказать, они теряются. Поэтому вот это общение, оно нужно, оно необходимо. Поэтому я был очень рад, что мы приняли в нем участие, и что, я уверен, Республика Саха-Якутия будет и в дальнейшем активно участвовать в этом форуме и продвигать свои показатели. И также от лица министерства уверен, что мы в дальнейшем с вами построим успешную коммуникацию по этим всем вопросам и будем дальше двигаться к намеченным целям. У меня все. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Андрей Александрович. Так, идем дальше. Слово представится член Общественной палаты Вячеславу Владимировичу Летавину. Добрый день, коллеги. Да, действительно, форум, который сегодня был в Москве, прошел действительно очень такой бурно, насыщенный. Я, естественно, не буду повторяться за коллегами. Действительно, было множество площадок интересных. Непосредственно вот я бы хотел задеть тему площадки. Это роль спорта и патриотического нравственного воспитания, и национального единства, да. То есть спорт – это действительно мир, это действительно то, что нас сегодня объединяет, действительно делает именно подход спорта как здоровый образ жизни, то есть здоровое тело, здоровый дух. Вот поэтому наша задача там вот на этой площадке действительно присутствовали уважаемые олимпийцы, там представители, как вот ведущая была Елена Истягина Елисеева, заместитель председателя комитета по физической культуре и здорового образа жизни, да, вот она непосредственно вела эту площадку, поэтому очень насыщенно. Самое главное, что мы пришли к тому, что спорт сегодня должен действительно присутствовать во всех учебных заведениях, как не просто как спортивно-оздоровительная, но и как политическая, нравственная подготовка ребят, чтобы они действительно понимали, что наша страна она едина, все вместе мы на самом деле одна семья, и вот в этом самом ключе должно устраиваться все наши спортивные мероприятия, то есть патриотическое воспитание, ну и тогда, да, ну и дальше там по контексту. Что еще могу сказать, что мы, естественно, вот отработали, с Еленой Павловной, там у нас была встреча с депутатом и представителем Общественной палаты ЛНР, и мы обговорили такой как раз по Кировскому, которое было предложение, мы как раз вот обговорили такой вопрос, чтобы нам возглавить и помочь им в организации. Сейчас есть такая программа, федеральная программа «За самбо», помочь все-таки в организации там открытия именно секции самбо от нас. То есть мы как помогаем помощь, мы сделаем то, что они нам предоставят, там, допустим, тренера, а наша задача, естественно, как республики предоставить там ковер, допустим, там, ну и вручить там спортивное направление там именно сам. Почему самбо? Потому что эта программа действительно сегодня, она идет от партии «Единая Россия», программа «За самбо» это патриотическое воспитание, еще раз говорю, и так как самбо является наш российский вид спорта, действительно, который воспитывает не только
спортивные результаты, но и как боевое направление, так сказать, во всех военных и подразделениях МВД, и там, ну, и во всех структурах силовых, да. Поэтому мы считаем, что это направление будет очень правильно, если мы действительно это продвинем. И также мы переговорили с ДНР по программе, да, по программе именно электронная книга, тоже очень азбука, да? Электронная азбука, да? Азбука Донбасса. Донбасса Да. называется, это Александр Копан, Да. председатель общественной палаты ДНР. Он запустил этот проект у себя и в некоторых субъектах. Например, Карелия очень. Они заручились поддержкой непосредственно главы субъекта, и этот проект реализуют при поддержке. Да? Где-то они реализуют этот проект за счет грантовой поддержки. Поэтому предлагается Республике Саха-Якутия также включиться в реализацию Азбука Донбасса. Это патриотический проект, где каждая буква обозначает патриотический смысл. Но это надо отдельно по этому проекту. Да, там именно будет рассказано. Да? И действительно это такой значимый, я думаю, проект, если, но с учетом регионального компонента, то есть с учетом того, что вот Якутия, например, есть тоже свои какие-то определенные особенности, да, и вот в этой азбуке мы тоже должны с уклоном патриотическим уклоном отразить и как бы вот сделать такой продукт, так скажем, конечный, который будет объединять все народы нашей страны. Да, кстати, очень хорошая. Там... Но инициатива исходит именно от Донецкой народной. Да, хорошая программа. Вот мы про это проговорили. Ну, а так в целом, конечно, очень интересно, очень насыщенно, очень, так сказать, полезно. Я еще раз говорю, наша задача как общественников, еще раз вот убеждаюсь в том, что все-таки наша задача составляется в том, что наша сделать так, чтобы мы все сегодня как никогда мобилизовали общество, потому что у нас сегодня множество людей, наше общество не понимает, что происходит, не понимает, что происходит на самом деле, какая-то война, что мы делаем, как мы там ведем, поэтому наша вот задача общественников сделать так, чтобы мы вели диалог, убеждали, разговаривали, поднимали, если как мы все, как целая страна, действительно на этом форуме было об этом сказано, целостность понимаем и все объединимся, да, конечно, и победа будет, и правильность наших всех дел. Поэтому вот я еще раз говорю, что очень полезно общение, но тут диалог все надо, там, по спорту мы готовы еще, тут коллеги еще добавят по другим площадкам, так что вот как бы на этом. Спасибо, Вячеслав Владимирович. Слово предоставляется заместителю председателя комиссии по развитию экономики, промышленности, предпринимательства и корпоративной социальной ответственности общественной палаты Республики Саха-Якутия Ольге Григорьевне Григорьевой. Всем добрый день еще раз. Мы вас не видим. Ой. Ага, сейчас видно, да? Ага. Всем добрый день еще раз. Ну, как заместитель председателя по предпринимательству, экономике и корпоративно-социальной ответственности имела также возможность участвовать на данном форуме. И основной задачей моего участия было, наверное, узнать, увидеть последние тенденции развития НКО, взаимодействие на нынешних реалиях бизнеса, общества и власти. И, конечно же, знакомство, обмен опытом, взаимодействие гражданских обществ. Ключевая тема форума вот, народное единство, суверенитет, созидание и справедливость. Действительно, да, атмосфера была уникальная, да, такая патриотическая, и все были все-таки в едином порыве, что на сегодняшний день нужно жить не так, как раньше, а быть более мобильными, объединяться. И так как я еще являюсь председателем Ассоциации предпринимателей «Сделано в Якутии», мне было интересно участвовать, конечно же, в экспертной сессии Олега Сироты. Ну, все его знаем как человека, который взрастил себя сам, и от 5 человек, то есть от 3 человек у него за время последних лет выросло, ну, фермерские хозяйства до 500 человек, да. И
Например, он говорит то, что кому санкции, а кому мать родная, да, и это говорит о том, что сейчас как никогда важно усиливать импортозамещение, усиливать местное производство. И имела честь пригласить его на следующий год к нам в Якутию. Он сказал, что обязательно приедет, ему очень интересно развитие предпринимательства и фермерских хозяйств в столь суровых условиях климатических. И также меня включили в группу общения, да, где они... Мне вот очень интересно вот то, что они на сегодняшний день, кроме Аккора, объединили всех фермеров России. И очень отрадно то, что Олег Сирота на сегодняшний день создал волонтерский проект, да, от Ассоциации «Народный фермер», чтобы помочь коллегам-фермерам из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей адаптироваться к переходу в Российскую Федерацию. Ну и как на площадках, посвященных борьбе с фейками, продвижению в СМИ и пиар, перспективам экономики и туризма в условиях новой реальности, было обсуждено противостояние к санкционному давлению со стороны Запада. И как общественники, вот я очень согласна с моими коллегами, то, что сегодня нам нужно больше общаться с людьми, очень много неправды, да, которую пишут у нас в СМИ, и усиливать на данном этапе пропаганду именно патриотического воспитания, пропаганду победы, чтобы у нас в городе были вывешены очень патриотические плакаты, да, чего у нас на сегодня не хватает. И вообще вот сегодняшняя ситуация, она говорит о том, чтобы мы были сегодня более консолидированы. Как многодетная мать и член президиума Союза женских организаций, мне было интересно также тема демографической ситуации в России и секции «Благополучная многодетная семья» как национальная идея, рождаемость – основа сильного государства, а также взаимодействие бизнеса, общества и власти. Ну и, конечно, в продолжении этой темы в рамках сообщества состоялся образовательный круглый стол «Женщины за здоровое общество». Я надеюсь, что на площадках и Союза женских организаций, на площадках местного товаропроизводства и на проекте «Единая Россия. Выбирай свое». И как член Общественной палаты я, наверное, не наверное, а точно мне очень помогло участие в данном форуме. Спасибо. И будем усиливать в данных направлениях нашу работу. Спасибо, Ольга Григорьевна. Член Общественной палаты. Добрый день. Ну, что рассказать? Все уже свои впечатления сказали. Для меня этот форум был открытием и вдохновением, и много опыта. И что еще? Какие предложения там получили, какие идеи? Ну, идеи очень много. Идеи семейной в этом была площадке. Ну, потихоньку во всех площадках я была, каждому. Но мне очень понравилось, и очень много этих, ну, как сказать, нет. Короче, все бары бир сананнан түмсүбүт жон мустубут болан, барта тахарыла, барта чөй багайы форум болла. Burada. Ona bihi etbeğe billibit, kördübüt, ihittibit. Daha şöyleliği biter etbeğ biliğini, körüğünü ıldıbıt diye koşup. Спасибо. Ага. Добрый день, уважаемые участники нашего круглого стола.
от имени тоже Союза женских организаций республики, и вот как работник аппарата приняли мы участие, да. И я хочу обратиться к нашим председателям общественных советов наших районов. Вы самые главные люди, которые определяете общественное мнение в вашем районе. И вот по итогам форума мы почувствовали, там также были лидеры все общественного мнения, и четко выдерживалось взаимодействие власти и общества. И мы очень хотим, чтобы наши общественные советы очень активно взаимодействовали с администрацией УЛУСа и с районными собраниями депутатов, потому что сегодня они, значит, диктуют свои, ну, как сказать, программы, реализуют, а мы, общественники, должны помогать в стабилизации общества. И хочу отметить, значит, следующее. Вот сейчас у нас очень много по линии образования в весенние каникулы, да, дети поедут, допустим, там знакомиться с высшими учебными заведениями в Москву, Санкт-Петербург, да, и очень большая просьба, чтобы каждого директора школы довести, когда будут выезжать эти коллективы, чтобы дети все начинали свою экскурсию в городе Москве. Это Музей Победы. Я прошу всех записать, потому что даже мы, взрослые люди, побывав, вот я впервые за последние годы в Музее Победы на Поклонной горе, это у нас метро какой? Парк культуры. Да, парк культуры метро. Парк Победы, метро, чтобы все коллективы, школы, начиная 5, 6, 7, 8, 9, 10 классы, массово с утра до вечера можно там ходить в этом музее. Это очень сильно впечатляет. Вот мы, взрослые люди, приехали очень впечатленными именно масштабами вот данного музея и патриотическим духом всей России. Второе, я хочу отметить, наша самая главная задача общественных советов на местах – это сегодня работа с семьями военнослужащих. Мы знаем, что вы уже начали эту работу. У нас непосредственно Николай Дмитриевич Бугаев, лидер общественной палаты, все члены общественной палаты работаем по этому вопросу. И сейчас, как Союз женских организаций, я тоже вхожу в координационный совет, который работает по раненым. И если тоже возникают какие-то вопросы, уважаемые наши лидеры общественных советов на местах, вместе с администрациями, вместе с депутатами максимально помогать этим семьям. Ну, я думаю, что Николай Дмитриевич тоже будет выезжать в районы нашей республики. Он уже съездил в Усалданский район, Заречный район, сейчас планирует выезд в Горный район. Так что эту работу нам надо усилить. И третье, на чем я хотела остановиться, тоже, пожалуйста, все запишите, 6 декабря у нас состоится большой семинар-совещание совместно с Министерством образования Республики Саха-Якутия и Общественной палатой Республики Саха-Якутия, семинар на военно-патриотическое воспитание, куда мы приглашаем всех председателей общественных советов, приглашаем учителей истории, обществознания, руководителей военно-патриотических клубов, руководителей спортивных клубов, и проведем здесь у нас в общественной палате на Курашова 24 на 6-м этаже примерно 200 человек планируем. Близлежащие улусы обязательно все приезжайте, постараемся электронно, и будет очень содержательно насыщенная программа семинара. До обеда это будет теория, а после обеда это будет практика. И тоже под руководством Николая Дмитриевича и Министерства образования мы проведем этот семинар. Спасибо за внимание. Спасибо. Да, действительно, вот. Ну, я, во-первых, хочу сказать то, что это очень здорово и полезно, что такие мероприятия стали проводиться. Вообще работа с общественностью в России поднялась. Видимо, мы пришли к такому мнению, что каждый человек должен вложить свою лепту, да, в дело сохранения России как собственного государства. Я вас благодарю, вас, которые там активно, как всегда, якутяне активно участвовали и выступали. У меня есть как бы два момента сказать. Вот сегодня я прочитала, у нас очень много некоммерческих организаций, и, по-моему, на семинаре каком-нибудь надо поднять вопрос их цели и задачи этих организаций, потому что сегодня Чукотка с подачи Общественного народного фронта
ликвидировала свое соглашение с фондом дикой природы. Вроде бы экологическое, а оказывается, они вот передавали информацию о состоянии там области, еще чего-то. Поэтому это очень серьезная вещь, то есть они являются как бы, да, разведчиками, шпионами, другими. А у нас их очень много. Кстати, 25 лет этот дикий фонд тут существует, и у нас их есть. Мы вот лично с ними как-то работали, но в части охраны природы, конечно. Вот это вот надо бы поднять вопрос на семинаре, если мы соберем некоммерческая организация. И второе, я тут, когда собирали руководители ассамблеи, руководителей национальных общин, высказалась, конечно, но мне кажется, надо еще один момент учесть. Кроме того, что мы там людей призываем за Родину, за это, но идет, особенно по WhatsApp, идет очень много информации о той коррупционной деятельности, которая у нас существует в Министерстве обороны, существует в воинских частях. Но лично у меня сложилось мнение, что наша армия практически не готова к любой войне. Да. Да, может быть, да, что идет. И поэтому вот к этим людям, которые там украли 1,5 миллиона одежды для воина, или еще которые потратили, построили себе особняки за 600 миллионов, надо официально принимать меры и доводить до людей, какие меры приняли. Вот тогда будет результативность. Этот вопрос буквально обсуждался на этом форуме. Да? И Сказали, да? Герой Советского Союза, который отвечал, вел площадку Одесского, да. Вот он как раз вот этот вопрос озвучил, что все будет сказано, все будет озвучено, все. То есть мы сегодня просто не хотим это официально говорить. То есть не об Вот этом. как раз и надо говорить, чтобы Нет, успокаивать людей. Следствие идет 100%. Все виновные, все причастные будут наказаны. Это вот на сцене об этом сказал. Что Но это то, что касается ОСВ, да? Но ведь у нас же это в каждой сфере идет. У нас и в республике то же самое происходит. Понимаете, а людям не доводят. И поэтому происходит такое вот негативное. Я извиняюсь, но я извиняюсь, что там было сказано другое, что излишняя информация, она тоже приводит совсем другим. То есть все переворачивается. Наоборот, допустим, Да, во время. берем стамбульскую ситуацию сегодняшнюю, да, взрыв, вроде, гибель, там, зачем, переворачивают и делают совершенно по-другому выкладывают. То есть, вы понимаете, искажение фактов приводит совершенно к другому мнению. То есть, вы понимаете, извиняюсь, информационное поле сегодня, к сожалению, пользуется врагами нашими против нас. Вот Стало быть, найти надо методы, чтобы ограничивать информацию. Почему ограничивать? Надо сражаться, не сидеть, А это в чем сказали, что вообще не отдавать это поле битвы. Давайте люди послушаем. Да. Либо пришли к чему, к какому мнению пришли? Что все-таки их как раз освещает вот эта информация, и они совсем в другом поле. И когда с ними разговариваешь, как бы меняется, все равно не сразу, но меняется. Да? Спасибо. Тоже давать, что это не бесконтрольно. Да. А у нас Спасибо. получается бесконтрольность, понимаете? И ответственности нет. Спасибо. Давайте послушаем наших коллег, которые у нас в онлайне. У кого есть вопросы, предложения с районов, да, может быть, есть у кого-то вопросы, предложения. Да. Василий Краснодарского района. Вот выступавший передо мной вот правильно выступил, потому что слишком много информации недостоверных. Мы никак не сможем там все закрыть. И поэтому вот у нас такое мнение, вот я сам заместитель председателя общественного совета ВУЗа, у нас такое мнение, все должно начинаться с местного самоуправления. Только по месту жительства можно сказать, какой человек, какая семья. Вот говорят, очень хорошая семья, семейные ценности. Семья может быть очень хорошей. Но это вопрос патриотизма. Можно даже подумать. Есть такие семьи, которые у нас тоже не хотят отправить своих сыновей, там, родных. Есть же такие. Вот. И второй вопрос. Вот этот Вячеслав Владимирович тоже правильно сказал. Вот все, очень хорошо это упор на спорт
Но не все спортсмены это патриоты же. И вот поэтому самое начало должно быть идти с местного самоуправления. С кварталов, с населенных, с районов. Если вот именно с ТОСов это надо заниматься, и с УЛУСов. И когда у нас будет крепкая семья, крепкий наслед, крепкий район, крепкий регион, вот тогда и вот к этому надо делать. Я думаю. Предложение хочу сразу. Как бы логическое, можно подвинуть. В начале своего выступления я говорила о том, что вот 9 ноября вышел указ президента Российской Федерации об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Я думаю, что с этого документа нам надо, наверное, сейчас начать это обсуждение. На площадке Общественной палаты нашей региональной, на органах местного самоуправления, потому что это очень важно. И вот Общественная палата Российской Федерации сейчас проводится работа, но конкретно вот нашей профильной комиссии по укреплению традиционных семейных ценностей. Вот в Еврейской автономной области прошел первый межконфессиональный семейный форум, где было подписано соглашение по укреплению семейных традиций и ценностей. И вот с таким же предложением сейчас, значит, Общественная палата Российской Федерации вышла на нашу региональную палату, Николай Дмитриевич, да, на наше профильное Министерство труда и социального развития, на наши народности, да, чтобы вот эту работу мы тоже у себя укрепляли как бы и закрепили этим соглашением. Поэтому я вот сейчас официально это хочу проговорить, и мы уже предваряюще в рабочем порядке, я, по крайней мере, с Министерством труда и социального развития уже переговорила, и надеемся, что у нас Общественная палата Республики Саха-Якутия также как бы подключится к этой работе. Угу. Спасибо. Да. Спасибо. У кого еще есть вопросы, предложения? Тогда хочу обратиться и к нашим... Здравствуйте, Олег Желунин, СМИ «Точки взаимодействия», парк «Моя история». У меня один вопрос такой, вот послушаем ли вас, да, сейчас какие планы работы у Общественной палаты? Появится, может, дневник Общественной палаты, может быть, появится какое-то мнение, например, правильный вопрос задали вот по поводу реакции Общественной палаты. Вот смотрите, вчера была авария, общественники ничего не сказали. Надо же все эти вещи действительно помогать людям, объяснять, что Общественная палата может и здесь свое мнение высказывать, и, естественно, указывать на такие стратегические вещи. И это касается практически всех сфер нашей жизни. Потому что людям нужна сейчас именно конкретика и помощь Общественной палаты именно, может быть, даже в частных делах. А простых, понятных. Например, меня вопрос здорово интересует, но это уже, наверное, как журналиста, меня интересует вот ЖКХ. Вы знаете о том, что мы платим в 3 видах ЖКХ у нас, и никто не разбирался, в каком же лучше платить населению Республики Саха-Якутия. Представляете? Никто вот в этом не разбирался. У Энергоэнерго свое, это свое. Я зачем так сужаю? Я просто предлагаю, может быть, Общественной палате создать свою телепередачу, наверное, такая возможность есть, свой какой-то рупор, который бы мог осуществлять деятельность и показывать деятельность Общественной палаты, при этом даже, может быть, там в узких направленных вещах, от НКО до предпринимательства. Вот такое предложение. Очень хорошее предложение. Тут вот я хотел бы всем участникам совещания сказать, что у Общественной палаты Республики Саха-Якутия активно работает свой сайт, практически ежедневно, и иногда в день по нескольку раз публикуется информация на нашем сайте. Также открыт телеграм-канал Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Он так и называется же, вот общественная. Да, Общественная палата Якутии. Да, большая просьба зайти, подписаться. Там оперативно публикуется вся информация о текущей деятельности Общественной палаты. Общественная палата Республики Саха-Якутия открыла свой канал в YouTube.
публикуется видео о деятельности палаты, вот о совещаниях и так далее. Видео сегодняшнего совещания также мы планируем опубликовать там на своем YouTube-канале. То есть информационная работа ведется. Вот. Но я согласен с Олегом, что пока не раскручено, не так много посетителей. Вот поэтому, вот, пользуясь случаем, я призываю всех подписаться вот на телеграм-канал, он самый оперативный, вот на YouTube-канал, вот, в котором будут публиковаться видео мероприятия и публикуются мероприятия Общественной палаты. Ну и также постоянно заходите и смотрите на сайт Общественной палаты. Он очень информативный, очень быстрый. Вот, находится на сервере органов государственной власти Республики Саха-Якутия. Ну и также, попутно, пользуясь случаем, я порекламирую свой YouTube-канал, Telegram-канал. Вот, и у меня блог. Вот, и можете меня поздравить, у меня сегодня впервые стало 6 тысяч подписчиков на YouTube-канале. Спасибо. Спасибо. Вот. Ну, что касается ЖКХ, да, вот этот вопрос мы обязательно возьмем на контроль, потому что вот я считаю, у нас два вопиющих случая. Первое, в августе, 20 августа был полный блэкаут центральной и западной Якутии. Ага, вот об этом правительство ничего нам не сказало, хотя состоялось заседание в правительстве, мы знаем, что на уровне зампреда рассматривали, но итогов, из-за чего была авария, какие причины, как починили, какие работы делаются, нам никто не сказал. И нас спасло, что это было в августе. Если будет вот сейчас или, например, при минус 50, это будет очень серьезно. Тем более где-то там в Амурской области авария, из-за этого обестачивается вся Якутия. Это очень опасно. И второе, то, что вот с опор упали вот 350 метров труб с горячей водой, теплотрассы, это тоже вот при минус 40 действительно очень опасный, вопиющий такой, скажем так, звонок для общественности. Кстати, я вас поздравляю, у нас 8 миллиардов вчера стало. Людей. Нет, да, на планете. Вот. И Эдуарда Литавина и всех спортсменов республики поздравляем с Днем самбо. Я Каждый день какой-то праздник. тоже поддерживаю предложение Олега Жилнина, журналиста. Очень правильное предложение. Нам, да, действительно, Общественной палате нужно иметь какой-то рупор в нашем национальном канале НБК Саха, тем более в такое непростое время. И насколько я знаю, у Олега тоже есть, по-моему, свой собственный канал. Можно было бы как-то от него тоже встречное предложение, если есть. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо, хорошее предложение, да, но я думаю, что да, Николай Андреевич и Анжелика Егоровна, вы там переговорите и уточнитесь. Вот я хотел тогда еще сказать, что вот школьник Александр Яковлевич, это директор Музея Победы, он большой друг нашей республики, наш музей Ярославская входит в программу Музея Победы, в сеть музеев Победы. У нас сейчас идет, пользуясь случаем, тоже хочу всех пригласить на выставку «Обыкновенный нацизм», который проходит в музее имени Ярославского. Вот. И также в «Россия. Моя история» сейчас проходит, тоже открылась новая выставка, которая показывает глубинную историю вот, конфликта на Украине. Вот. И вчера буквально прошло совещание по созданию электронной площадки. Хочу всем районам сказать, что создана сейчас электронная площадка, куда направляются все вот те заявки, которые приходят к нам из зоны специальной военной операции. Сейчас это более 400 заявок. Они все будут аккумулироваться на этой электронной площадке, и оперштаб будет принимать решения по этим заявкам. Не по всем, конечно, а будет там выбирать. И одним из тех операторов, который может туда вносить свои данные, является Общественная палата, потому что к нам тоже люди обращаются. То есть, если у вас есть
родственники, которые там находятся, и есть какие-то запросы, можете отправлять нашу общественную палату, и мы будем в эту электронную площадку добавлять. Туда входит еще и наше постпредство, те дежурные телефоны, которые у нас входят, телефон 122, департамент по району, к сожалению, не входят, они входят через департамент по местному самоуправлению АГИП. Поэтому можете через департамент или через нас отправлять вот заявки. И хотел бы всем общественным советам тоже сказать, что большое спасибо за то, что вы как работаете с нашими семьями мобилизованных. Сегодня у нас, например, вот приехали женские организации Горного района, которые привезли 178 штук жилетов, балаклав для наших ребят военнослужащих, которые мы направим в зону специальной военной операции. Сейчас вы знаете, что, наверняка все знаете, созданы в подразделения, где примерно 80-90% якутян, и они уже после того, как больше месяца прошли подготовку, они выезжают в сторону специальной военной операции. Поэтому сейчас вот могут быть и, скорее всего, вот вы знаете, что у нас было под Павловкой, там в ходе решительного наступления были потери среди 155-й бригады, там, к сожалению, есть и потери наших ребят, и поэтому надо вот сейчас, пока есть, скажем так, время, все на местах уже знать все семьи, помогать этим семьям для того, чтобы нашим воинам было спокойнее на душе. Когда дома порядок, то и воюется, как говорится, легче. Поэтому все вопросы хочу, чтобы вы там решали. Если есть какие-то недопонимания со стороны районной администрации или местной администрации, то можете выходить на нас. Например, некоторых на снегах сделали дежурный день, когда машина администрации выезжает с семьями мобилизованных в оптовые районные центры и закупаются оптовые продукты, закупают. И глава на снега, он выдает свою машину или школа выдает машину. Такое тоже есть. Надо сейчас время такое, что надо нам друг друга поддерживать, сплотиться, да, и каждый, чтобы был вовлечен в это дело, чтобы вот эта специальная военная операция окончилась нашей победой в кратчайшие сроки, и тогда, чтобы мы потом спокойно уже трудились в мирное время. Вот. И на этом хочу сказать большое спасибо всем, кто участвовал на нашем совещании, на круглом столе. Всем большое спасибо. Отдельно скажу. Спасибо, и увидимся со всеми, с кем-то, может, онлайн, а с горными мы скоро встретимся. До свидания. До свидания. Спасибо. Что?